Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. В памяти Станислава Лакоба государственные и общественные деятели республики вспоминают коллегу. 35 лет Южной Осетии. О визите абхазской делегации в Братскую республику в обзорном репортаже. Перспективы партнерства и сотрудничества. Круглый стол, организованный Союзом женщин Абхазии совместно с Союзом женщин России, состоялся в Сухуми. Создана государственная комиссия по организации похорон видного государственного и политического деятеля, ветерана национально-освободительного движения Станислава Лакоба. Распоряжение об этом издал президент Абхазии Бадра Гунба. Абхазский ученый, историк, кавказовед, лауреат государственной премии имени Гуля, автор Лыхнинского обращения 1989 года, соавтор учебного пособия «История Абхазии» Станислав Лакоба трагически погиб в результате ДТП. В состав комиссии, возглавляемой премьер-министром Владимиром Делбо, вошли депутаты первого созыва Народного собрания Валерий Гурджу, Олег Доменя, Сократ Джинджоля, Даур Барганджия, Давид Пили, Сергей Шамба, депутаты Народного собрания седьмого созыва Фазлы Беявицбе, Аслан Лакоба, Тимур Аграба, глава администрации Сухума Ардашуба, директор Абхазского института гуманитарных исследований имени Гуля Зураб Маршан, заместитель руководителя аппарата Кабинета министров Абхазии. Государственная комиссия по организации похорон видного и государственного и политического деятеля, ветерана национально-освободительного движения, кавалера ордена Акзепша второй степени, лауреата государственной премии имени Гуля, профессора Абхазского государственного университета, заслуженного деятеля науки Республики Абхазия Станислава Лакоба оповещает о том, что похороны состоятся 24 сентября. Панихида начнется в 10:00 в Абхазском государственном театре имени Чанба. Траурный митинг состоится в 13:00. Похороны Станислава Лакоба состоятся в селе Лыхны. ДТП, в результате которого не стало Станислава Лакоба, произошло 20 сентября. Ученый попал в аварию вместе с супругой. Пострадавших доставили в Гудаутскую больницу, но спасти Лакоба не удалось. В связи с трагической гибелью государственного и политического деятеля, известного ученого, кавказоведа Станислава Лакоба, президент Бадра Гунба отменил запланированный визит в Москву, где он должен был принять участие в 5-м юбилейном фестивале Апсны. Глава государства принял решение вернуться в Абхазию с Хинвала, где он участвовал в торжествах по случаю 35-летия провозглашения Республики Южная Осетия. Состояние здоровья супруги Станислава Лакоба стабильно тяжелое. Об этом Апсны-пресс сообщил министр здравоохранения Республики Эдуард Будба. По его словам, она находится в реанимационном отделении республиканской больницы после перенесенной операции в сознании. Состояние здоровья соответствует срокам перенесенной операции. Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме. По поручению президента Бадра Гунба в случае необходимости пациентка будет направлена в одно из медицинских учреждений Российской Федерации для дальнейшего лечения. Разносторонняя деятельность Станислава Лакоба свела его со множеством людей. Многие стали его близкими друзьями, и все они вспоминают о его чувстве юмора, находчивости и честности, которая нередко приводила к конфликтным ситуациям, а иногда позволяла решать острые ситуации. Вы знаете, он все время прикалывался. Он вот сейчас, когда знали такого солидного человека, не худенького, а он был такой тощенький, такой все время в спортивном костюме, семья была небогатая, прямо скажем. Он так все время набивал мячик то головой, это самое, что-то там прикалывался. В школе он тоже шутил. Учился он не блестящий, никогда не был примерным учеником, но у него было живое начало. Лина Михайловна Швецова, такая жесткая такая женщина, вызвала его к доске на кафедре, чтобы он ответил какой-то там рядовой семинарский вопрос. Это было в начале, или в середине, наверное, скорее всего, сентября. Было еще достаточно жарко. Наша аудитория окнами выходила на южную солнечную сторону. Лекция была там где-то там 3-я по счету, наверное, немножко все утомились.
Он вышел на кафедру с такой малюсенькой записной блокнотик вырезан из тетради вот в моменте собственноручно. И она пока, когда он вышел на кафедру вот с таким блокнотиком, немножко язвительно наш ректор говорит, это вся ваша запись? Он говорит, да, этого достаточно, чтобы ответить. Потом посмотрел на солнце, на природу, в окно. Пауза затянулась довольно долго, и попросили его начать отвечать. Он говорит, посмотрите, какая природа, давайте я вам лучше стихи. И когда он уже начал приходить в возраст, интересоваться политикой и так далее, вот это все начало складываться в такую ауру, не просто голого политика, который озабочен своим выдвижением, а аура человека, который думает, приглядывается к людям, подставляет свое плечо, если нужно, никогда не лезет на первые роли. Вы же знаете, да, у нас так между Владиславом и некоторыми другими лидерами были такие легкие терки. В этом смысле между ними никогда не было. Станислава интересовало дело. Вот у нас была такая ситуация, когда еще перед войной мы в парламенте создали комиссию расследовать деятельность правоохранительных органов. Станислав Лакоба был председателем этой комиссии. И он рассказывал, что когда он пришел в КГБ на предмет допуска к архиву, и там был такой автоселянин, который впоследствии стал начальником службы безопасности Грузии. Вот, ну, известный человек, вообще-то он и на парламент много раз приходил, мы его вызывали, что называется, на ковер. Вот, но он не давал ему допуск к секретным материалам. И как-то раз он ему сказал, этому автоселянину, что а ты, говорит, позвони, говорит, Джабию Селяне, говорит, и он тебе все скажет. А дело в том, что Станислав был знаком с Джабией Селяне, ну, еще раньше, до военные дела, где-то там пересекались, поскольку Джабия Селяне занимался и научными делами, и чем только он не занимался. Прошли, говорит, одни сутки, и он вдруг стал сам его искать. И с такими удивленными глазами сказал, он, говорит, сказал, отдай ему все, говорит. Что ты, говорит, от него? Что ты, говорит, ученый, историк там. Пускай, говорит, делает свою работу. В начале войны Владислав Глебович попросил его написать небольшую справку о государственно-правовых отношениях между Абхазией и Грузией. Ну, он эту, значит, изложил на 3 листиках буквально, значит, факты, которые свидетельствовали о разных периодах взаимоотношений с Грузией и разных, значит, положениях, в каких была Абхазия, Грузия, когда вместе были, когда, так сказать, врозь развивались. Ну, в общем, история, как она есть. Она, конечно, сослужила большую службу, помогла нам. Это справка. Он даже сам не подозревал, какую он полезную вещь сделал, потому что он думал, что точно так, как он, все знают, значит, историю Абхазии. Это было не так, потому что, я уже говорил, что мы учили истории других стран, но историю своей страны мы знали плохо. Слушай, он участником переговорного процесса был, все это светил просто так красиво, и причем у него шарм был особый, стиль. Мне Владислав очень поручил сделать фильм о добровольцах. Ну, мы обязаны, как старик, сделать. Ну, я говорю, займусь, но мне тяжело, ваши ожидания. Сделай. И говорит, ну, потом покажи Станиславу Лакоба, говорит. Мне нравится его, он нравится мне не просто как историк, но у него редкий стиль, говорит. Так никто не может историю преподносить, как он преподносит. Он имел свою позицию, он имел свое слово, и это слово он никогда не монетизировал. Он не было, его позиция, его слова не были предметом
какой-то монетизации, да, то есть он был несколько раз там во власти, 2 раза Совбез возглавлял, был депутатом первого парламента, имел известное имя, даже без этой должности он оставался славой, да, и у него были возможности вот это все монетизировать. Но как приехал в эту власть на своем стареньком Мерсе, на том же и уезжал. Специальный репортаж о том, каким был Станислав Лакоба, о масштабе его личности и наследии в нашем эфире 23 сентября. Ученых такого уровня сложно найти не только в Абхазии, но и за ее пределами. Это большая потеря не только для абхазской науки, но и всех жителей страны. Для нас это большая боль, сказал в интервью «Спутник» директор Абигиарда Ашуба. Агу выразил глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью Станислава Лакоба. Он внес неоценимый вклад не только в историческую науку, но и в дело становления и защиты нашей государственности. Его высокие патриотические качества и мудрость политика, проявленные в работе депутатом Верховного Совета Абхазии парламента первого созыва, а также на других ответственных государственных постах, в том числе в качестве секретаря Совета Безопасности, навсегда останутся в нашей памяти, отмечается в частности в соболезновании. Говоря о многочисленных заслугах Станислава Засимовича перед Родиной, сложно описать тот неоценимый вклад не только в историческую науку, но и в дело становления абхазской государственности, который был внесен лично им в различные периоды полного драматизма современной истории, отмечается в письме соболезнований директора ЦСИ при президенте Республики Абхазия Вячеслава Черикба. Станислав Лакоба внес большой вклад в научную жизнь Абхазии. Широта его взглядов и интересов, принципиальность, активная жизненная позиция вызывали искреннее уважение. Уход из жизни Станислава Засимовича – это невосполнимая утрата для нашей страны, отмечается в соболезновании министра иностранных дел Абхазии Олега Барциц. Председатель Республиканской общественной организации «Абхазское народное движение» Отгур Арденба выразил соболезнования в связи с трагической кончиной Станислава Лакоба. Станислав Засимович внес неоценимый вклад в изучение нашего прошлого, просветительскую деятельность, воспитание новых поколений. Его труды были школой мышления, источником гордости за собственную историю, подчеркивается в соболезновании. Он был удивительный собеседник, никогда не пытался угодить, подстроиться, говорил, как есть, что думал. Это редчайший подарок судьбы – встретить того, чьи оценки и мнения будут служить для тебя ориентиром в жизни, кто всегда скажет правду. Он был маяком, с которым мы сверяли свой курс жизни. Говорится, в частности, в письме соболезнования председателя Высшего совета Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса Мусы Экзекова. В связи с трагической гибелью государственного и политического деятеля, известного ученого Станислава Лакоба, Конституционный суд Республики Абхазия перенес мероприятие, посвященное 80-летию со дня рождения первого президента Владислава Арденба с 22 на 29 сентября. Абаза ТВ продолжает показ интервью со Станиславом Лакоба из архива телеканала. Сегодня в нашем эфире Станислав Лакоба. О судьбе архива Нестора Лакоба есть шанс получить копии. Записанные в 2022 году после появившейся информации о местонахождении архива Нестора Лакоба в Гуверсоровском институте Стэнфордского университета. Станислав Лакоба рассказал об истории спасения архива в страшные годы репрессий, частичной работе с ним в Батуми и перспективах по получению копий ценнейшего материала, который сегодня находится в библиотеках университетов США. Смотрите интервью в дневном и вечернем эфире после новостей. Редакция телеканала Абаза ТВ выражает искренние и глубокие соболезнования семье Станислава Лакоба в связи с его трагической гибелью. Станислав Засимович был неизменным героем многочисленных интервью и комментариев как по событиям сегодняшнего дня, так и исторического прошлого Абхазии. Добрая память об истинном ученом, неутомимом исследователе, великолепном рассказчике и благодарность за сотрудничество сохранится в наших сердцах.
Президент Бадра Гунба провел совещание по подготовке к празднованию Дня Победы, независимости и Дня освобождения Сухума. В совещании участвовали премьер-министр Владимир Делба, руководитель администрации президента Беслан Эшба, вице-премьер-министр внутренних дел Роберт Киут, министр обороны Владимир Анов, начальник Генерального штаба вооруженных сил Владимир Савченко, глава администрации Сухума Тимур Аграба, заместитель министра культуры Динара Смыр. 30 сентября после церемонии возложения цветов к мемориалу славы в Сухуме на улице Эдгалара состоится торжественное прохождение военнослужащих Минобороны и других силовых структур республики и военной техники. Ко Дню Победы будет приурочено открытие восстановленного центрального выставочного зала Союза художников Абхазии. На торжества 30 сентября планируется прибытие гостей из России, Южной Осетии и других стран. Как доложил президенту мэр столицы Тимур Аграба, ко Дню освобождения Сухума 27 сентября также составлена праздничная программа. Ответственность за координацию работы ведомств, занятых в подготовке праздничных мероприятий, возложена на вице-премьера Джансуха Нанба. Соглашение о торговле и сотрудничестве в сфере инвестиций между Абхазией и Южной Осетией, побратимство столиц, участие абхазских ветеранов в военном параде в Цхинвале и многое другое – все о праздновании 35-летия со дня провозглашения Республики Южной Осетии и визите абхазской делегации в братскую страну смотрите в обзорном репортаже Рады Чачава. Торжества, приуроченные к важной юбилейной дате, 35 лет минуло с того дня, как была провозглашена Республика Южная Осетия, прокатились по всей стране невообразимым эмоциональным вихрем. Этнические празднества, яркие красочные концерты – всюду радость, смех и ликование. Прибыли в республику, конечно, и многочисленные делегации, в том числе и президент Абхазии Бадра Гунба. В братскую Осетию, связанную с Апсны многовековыми узами и общей историей, прибыли также премьер-министр Владимир Делба, члены правительства, спикер парламента Лаша Ашуба, мэр Сухума Тимур Аграба и депутаты Народного собрания. Прежде всего, делегаты во главе с президентом Абхазии возложили цветы к мемориальному комплексу павшим защитникам Южной Осетии, отдав дань уважения почившим героям страны. После состоялась и встреча Бадры Гунба и Алана Гаглоева, президентов независимых братских республик. На встрече президент был награжден Орденом Дружбы Республики Южная Осетия. Для народа Южной Осетии особо эти 35 лет, как народ Южной Осетии, так и народ Братской Республики Абхазии прошел с испытаниями. Было все. Была боль, была трагедия, были слезы, как горя, так и радости. Были победы. Мы вместе с нашими братьями, пройдя через испытания, добились признания. В один и тот же день, вместе, и с 26 августа 2008 года на земле Южной Осетии, нашей братской республики, есть мир. И наши дети уже не боятся обстрелов, спят спокойно. И это благодаря нашему стратегическому партнеру Российской Федерации. И исполнительная власть, и законодательная ветви власти в Южной Осетии, в Абхазии укрепляют те отношения, которые сложились между нашими республиками, между нашими народами. Мы всегда радуемся достижениям наших братьев и вместе с тем являемся свидетелями ровно такого же братского отношения в нашу страну. Буквально перед нашей встречей мы возлагали цветы к мемориалу славы воинов-героев, которые в 2008 году с честью отстояли свой народ, свою независимость. И благодаря тысячам ребят, героев, сегодня Южная Осетия является признанным суверенным государством. Это, конечно же, создает фундаментальные основы для развития республики, для сохранения этноса. И мы искренне рады, что у нашего братского народа Южной Осетии все складывается. Народ Южной Осетии заслужил жить в мире, в созидании, в благополучии. И мы желаем всего самого наилучшего нашему братскому народу. У нас есть потенциал, над которым мы дополнительно должны приложить усилия для выработки наиболее эффективных механизмов
для усовершенствования наших межгосударственных отношений. За эти годы более 40 соглашений подписаны. Главное, чтобы эти соглашения были наполнены реальными делами. Мы со своей стороны обязательно будем стараться развивать эти взаимоотношения. Это ключевой принцип и подходы, наши совместные подходы. И это в интересах наших народов. Абхазская делегация приняла участие в военном параде, посвященном 35-летию провозглашения Республики Южная Осетия. В самом сердце Цхинвала стройными рядами в составе отдельной колонны ветеранов боевых действий, участвующих в миротворческих операциях и боевых действиях Южной Осетии, ЛНР и ДНР, прошли абхазские ветераны. С поздравительной речью на параде к братскому народу обратился Бадра Гунба. Для меня большая честь сегодня находиться здесь и вместе с вами разделить радость этого замечательного праздника – 35-летия провозглашения республики. Это событие имеет историческое значение. Оно является символом мужества и исторической памяти народа Южной Осетии, который на протяжении десятилетий отстаивал свое право на свободу и суверенное государство. Путь к независимости никогда не бывает легким. Народ Южной Осетии прошел его с колоссальными испытаниями и жертвами, но именно эта борьба стала фундаментом для независимого юго-осетинского государства. Этнографический праздник «Осетинское подворье» открыл свои двери всем желающим в юго-осетинской столице. Яркое и колоритное торжество посетила и абхазская делегация. Гостей встретили в парке имени Валерия Хубулова по древней осетинской традиции – 3 пирогами, самобытными песнями и зажигательными танцами. Дорогие братья, сегодня для нас честь находиться вместе с вами на этом замечательном празднике, праздник, который длился очень тяжело, ценой жизни сотен ребят, героев, благодаря кому сегодня народ Южной Осетии может праздновать и чествовать День. Далее состоялось подписание договора о побратимстве между Сухумом и Цхинвалом, в рамках которого будет осуществляться сотрудничество в областях местного самоуправления, культуры и искусства, гуманитарной науки, образования, туризма и спорта, здравоохранения и экологии. Подписантами выступили глава администрации Сухума Тимур Агарба и глава администрации Цхинвала Алан Габараев. На полях первого международного экономического форума «Южная Осетия. Горизонты инвестиций», в котором также приняла активное участие делегация Абхазии, состоялось подписание нескольких немаловажных договоров. Соглашение о режиме торговли товарами и соглашение о сотрудничестве в области инвестиционной деятельности подписали министр экономики Абхазии Тимурас Миквабия и министр экономического развития Южной Осетии Сармат Катаев. Сотруднические отношения также были установлены между национальными банками двух республик. После состоялось торжественное заседание, на котором присутствовала и абхазская делегация. В рамках визита главы государства и членов правительства в Республику Южная Осетия были достигнуты новые договоренности по целому ряду вопросов, углубляющих сотрудничество между братскими народами. Празднества выдались яркими и запоминающимися. Этнический колорит и свободолюбивый дух Осетии не могли оставить равнодушными всех причастных. Рада Чачава, Абаза ТВ. Президент Бадра Гунба поблагодарил Беслана Аграба, главу московской абхазской диаспоры, за проведение 5-го фестиваля абхазской культуры «Апсны» в Москве. Фестиваль укрепляет дружеские связи между Абхазией и Россией, позволяет жителям многонациональной Москвы ближе познакомиться с нашей историей, ценностью сохранения национальных традиций, почувствовать дух нашего народа, гордость за Родину, отмечается в письме. Впервые в фестивале приняли участие музыканты Государственного оркестра народных инструментов имени Утара Хунцария.
Также прошел показ спектакля «Русдрама «Земляника». В рамках фестиваля были выставлены бюсты троих великих абхазских поэтов и писателей Дмитрия Гулия, Фазили Искандера и Баграта Шинкуба. На празднике прошла и выставка работ абхазских художников. Состоялись мастер-классы по стрельбе из лука и национальным абхазским играм. В завершении фестиваля перед гостями выступили Александр Шоуа, Близкие, Шири и Тему. А москвич Денис Михайлов стал на фестивале победителем турнира по нардам. Ему вручили путевку в Абхазию. Фестиваль «Апсме» – это не только встреча друзей, но и прекрасная возможность для популяризации Абхазии. Благодаря ему все больше людей узнают о нашей стране, ее самобытной культуре, древних традициях. В то же время фестиваль дает возможность познакомиться и с сегодняшней Абхазией, с тем, что делается для развития страны, укрепления ее государственности, создания достойных условий для жизни нашего народа. Особые слова благодарности хочу адресовать абхазской диаспоре в Москве. Вы никогда не теряете связи с Родиной, вносите весомый вклад в ее развитие. В то же время абхазы – неотъемлемая часть многонациональной и богатой культуры Москвы, где в мире и согласии живут представители самых разных народов. Сегодня, когда между Абхазией и Россией крепнут узы дружбы и сотрудничества, такие культурные встречи приобретают особую ценность. У меня такие два посыла, что ли. Один посыл – это к тем, кто никогда не бывал в Абхазии, собирается поехать или бывал, но редко, что Абхазия очень гостеприимная и такая страна, которая очень умеет дружить, очень умеет радостно принимать гостей. Поэтому милости просим. И вот эти вот фрагменты абхазской культуры, которые у нас разбросаны по всему парку, это и современная культура, и древняя, самобытная, это и исторические какие-то обыгрываемые события. У нас есть здесь мультимедийная зона, у нас есть картинная галерея, у нас есть площадки с лекториями, на которых будут рассказывать об Абхазии. И, конечно, это и современная жизнь в Абхазии. Сухумский аэропорт получил разрешение на авиасообщение с Уфой и Нальчиком. Об этом сообщил министр экономики Абхазии Теймураз Микваби в интервью ТАСС. По его словам, ведется активная работа по привлечению воздушных судов и обеспечению необходимого пассажиропотока. Обсуждается также расширение числа рейсов по уже существующим маршрутам и установление новых связей с регионами России. Авиарейсы в высокогорное село Псху возобновились. Об этом сообщил «Спутник», директор международного аэропорта имени Владислава Арденба Заур Эшба. По его словам, 22 сентября был выполнен перелет из Сухумского аэропорта в село Псху на самолете Ан-2. Вместимость самолета составляет 12 человек. Перелеты будут осуществляться по заявкам как от частных лиц, так и администрации Сухумского района, сельской администрации Псху или местных жителей. Стоимость одного рейса – 50 тысяч рублей. Время в пути около 30 минут. Ранее президент Абхазии Бадра Гунба поручил возобновить регулярное авиасообщение с Псху. Было принято решение отремонтировать 2 самолета Ан-2 за счет госбюджета. 8 ноября в Абхазии состоятся выборы в органы местного самоуправления. Выдвижение кандидатов в депутаты начнется 29 сентября и завершится 19 октября. В соответствии с законом о выборах в органы местного самоуправления Республики Абхазия, кандидатов в депутаты могут выдвигать избирательные объединения и инициативные группы избирателей. При выдвижении кандидатов в депутаты собрания от группы избирателей необходимо создание инициативной группы в количестве не менее 5 человек. Группа избирателей проходит регистрацию в соответствующей избирательной комиссии города, района, города в районе, поселка, села. Для выдвижения кандидатов в депутаты собрания города, района, города в районе от группы избирателей требуется, чтобы в его поддержку были собраны не менее 50, но не более 70 подписей избирателей округа. А для выдвижения кандидатов в члены собрания поселка, села не менее 10 подписей.
В морской воде в акватории Сухума не нашли патогенных бактерий после прорыва канализационной трубы. Об этом сообщила спутник главврач городской СЭС Лидия Кураносова. По ее словам, купаться в море можно. Авария на канализационной трубе произошла 17 сентября на набережной Сухума. Повреждения оперативно устранили коммунальные службы города. Администрация Сухума приступила к ремонту колоннады на набережной, поврежденной во время стихии 20 сентября. По поручению главы города Тимура Агрыба специалисты ОКХ убрали упавшее дерево, расчистили территорию от веток и наносов. По словам начальника горстройпроекта Стамура Пепе, пострадала карнизная часть и обрамление. Ремонтные работы завершатся к празднику Победы 30 сентября. Наибольший ущерб от ливней был причинен районам Турбазы и Синопа, отметил замглавы Константин Тарба. Обрушение подпорной стены на улице Акиртава, падение деревьев и разрушение дорог на улицах Альбова и Услара нарушили проект и затопили территории. В Синопском ущелье, где уже проводились работы после предыдущего ливня, ситуация стабильна, добавил он. Республиканский экологический субботник состоится в Абхазии 26 сентября. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Владимир Делба, сообщает Кабмин. Акция приурочена ко Дню Победы и независимости республики. Круглый стол «Перспективы партнерства и сотрудничества», организованный Союзом женщин Абхазии совместно с Союзом женщин России, состоялся в Сухуме. Впервые в Абхазию прибыла представительная делегация крупнейшей женской общественной организации России. Встреча прошла в бизнес-центре «Эверест» и собрала активисток, представителей власти, культуры, науки и СМИ. Подробности у Заура Кварча. Союз женщин Абхазии, созданный менее года назад, уже наладил активное взаимодействие с различными слоями общества, а также с коллегами в России и Беларуси. Союз женщин России – старейшая женская организация страны, ведущая свою историю от антифашистского комитета советских женщин. В первый день трехдневной программы организации провели совместный круглый стол, посвященный роли женщин в укреплении традиционных ценностей, семьи и общества. Женщины Абхазии, сыгравшие ключевую роль на судьбоносных этапах возрождения наших великих традиций, становления и развития абхазской многовековой государственности, и сейчас стоят на страже защиты базовых ценностей, отстоять которые удалось ценой огромных жертв и самопожертвования. Но в наши дни, когда мир охвачен новыми глобальными катаклизмами, мы, женщины Абхазии и России, с высокой бдительностью следим за событиями и произносим свое весомое слово о мире, стабильности, об опасности и страшных последствиях игры с огнем. Российские участницы подчеркнули, что главная задача сотрудничества – поддержка семьи, защита традиционных ценностей и обмен опытом в сфере общественных инициатив. Мы всегда в наших абхазских друзьях и подругах находили поддержку и понимание. И знаете, как в старой русской сказке про прутик. Помните прутик, который можно один сломать, а когда они собираются вместе, их очень сложно сломить и уничтожить. У нас много общего, много целей и задач, которые мы, как женская общественная организация, старейшая организация России, помогаем решать государству. Мы не подменяем государство ни в коем случае. Мы лишь помогаем решить те задачи и проблемы, которые еще не решены. Я уверена, что Союз женщин Абхазии занимает такую же точно позицию. И мы хотим, чтобы как на трех китах власть и помощники гражданское общество, общественные организации, бизнес, средства массовой информации нас видели верных друзей и помощников. На круглом столе обсуждались вопросы взаимодействия общественных организаций, роли женщин в журналистике, бизнесе и образовании. Особое внимание уделили воспитанию детей и сохранению нравственных ориентиров. Дети, семья и духовность – это не три разные ценности, а единый живой организм. Это формула нашего будущего. Защита традиционных ценностей – это общая задача семьи, школы, общества и государства.
Как уполномоченная по правам ребенка я вижу свою миссию не только в защите прав каждого маленького гражданина от нарушений, но и в активном создании условий, при которых каждый ребенок в Абхазии растет в любви, безопасности и уважении. К обсуждению присоединились представители творческой интеллигенции, Ассоциации писателей и Союза журналистов Абхазии. По их словам, именно культурные и гуманитарные связи создают фундамент для развития межгосударственных отношений. Я не хотел бы вдаваться в подробности вашей совместной многогранной деятельности. Я как филолог, писатель, специалист по литературным взаимосвязям считаю более уместным и актуальным вкратце охарактеризовать некоторые аспекты творческих изысканий достаточно известных и именитых русских поэтов, женщин, посвященных Абхазии. Приоткрыть вам, дорогие женщины, окошко в таинственный и сакральный мир Маргариты Алигер, Римы Казаковой, Беллы Ахмадулиной, Юнны Морец, Марьеты Шагинян, Надежды Кондаковой, Елены Николаевской и других видных мастеров слова, чудодейственным образом, ярко и самобытно раскрывшиеся в процессе художественного воплощения абхазской тематики и блестящем переложении произведений абхазских классиков. Вообще, на мой взгляд, российско-абхазские отношения – это первое и определяющий уровень – это человеческие связи. Потом они выстроились между нашими народами, потом они оформились в межгосударственные отношения. Самое такое ближайшее, если время мы вспомним, в условиях Отечественной войны народа Абхазии, российские журналисты сыграли очень ключевую роль, несмотря на позиции официальных властей. Это люди, которые в 90-е годы делали невозможное. В рамках программы также показали фильм об истории Союза женщин России, приуроченный к 85-летию организации. По итогам встречи организаторы отметили, что диалог станет началом долгосрочного партнерства и позволит совместно реализовывать социальные проекты. Союз женщин России наш уже друг, с которыми мы выстроили маршрут по реализации ряда намеченных идей, которые опять-таки будут служить в копилку развития имиджа нашей страны и наших двух дружественных стран. Очень важно, чтобы мы, приезжая сюда, были друзьями и получали обратную связь, не учили как надо. Мы сами учимся каждый день, а чтобы мы были действительно друзьями и учились друг у друга, обогащали друг друга и своими практиками, своими знаниями, своим отношением, в конце концов, к жизни. Поэтому мы хотим быть добрыми друзьями, мы хотим делиться тем, что у нас есть, мы хотим получать от абхазской страны то, чем богаты, чем рады абхазские наши друзья и подруги. И вот этому, собственно, сегодня первый шаг. Завтра будет другая конференция, уже с другим охватом людей, и будут другие спикеры, которые как раз вот этими технологиями будут делиться. Понравится, что-то зайдет, это и журналистика, это и социальное предпринимательство, это волонтерство. Мы будем рады дальше развивать вот эти направления деятельности. Форум продолжится серией практических семинаров и переговорной площадкой. Завершением трехдневной программы станет встреча делегации с президентом Абхазии. Заур Кварджа, Владимир Капуза, Абаза ТВ. Экосистему Добро.рф и программа обучения служением представили в Сухуми. Эти инициативы направлены на привлечение неравнодушных людей, готовых помогать тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, отметила ректор Академии развития гражданского общества Добрино, зампред Совета Ассоциации Добро.рф, вице-президент Союза женщин России Мария Афонина. Программа обучения служением реализуется в рамках экосистемы Добро.рф под кураторством первого замруководителя администрации президента России Сергея Кириенко. Добро.рф уже подписал соглашение с благотворительной организацией «Киарас» об открытии на ее базе центра, что позволит наладить более тесное взаимодействие с волонтерами Абхазии и упростить процесс оказания помощи. В рамках программы запланированы презентации проектов, мастер-классы, практикоориентированные семинары, а также встречи с руководителями вузов, школ и колледжей.
Абхазский государственный драматический театр объявляет о наборе абитуриентов для целевого обучения в театральный вуз Российской Федерации по специальности актер театра и кино. Знание абхазского языка обязательно. Отбор состоится 28 сентября в 11:00 в здании Абхазского театра. Это отличная возможность получить первоклассное образование и вернуться, чтобы блистать на сцене Абхазского театра, сообщает пресс-служба учреждения. Все подробности об условиях отбора можно узнать по телефонам 775 63 63 991 93 00. Хатарызкоюз гуахора дула шиласхойт. Апсны урыстула культура министра Куарбжара его айкша хатрала Самсон Джан бейхтисхо апсу хенткара драма театра за юнесские жебич бегацарашипсызы актеры за Натала Москва пи регио театр институт аталарызы и шиштхо жавявек ачарачызлахо агуб. Ишаюш мыжын хузмадзам алшара, а профессионал пцарадырра аюрызы, анаюс азара хоркшараштах апсу театрышы аусурызы. Аткаларами пысут апсу театрышы сентябрь жеба жейзы сатырзы, агуахи размоу зигеш чанышца, иробас шестара куртак акацарызы шахзас абриатела номерала, высшие ханевелюх, ханевехпа, ханевехпа. Харахар запшук, апсу без шаздырва, абайхат возло, сцена янало, апсу театра турах яцесова, сгуз хафырва, хаджар. В завершении выпуска прогноз погоды. – 23 сентября в Абхазии ожидается преимущественно ясная погода, без осадков. Ветер слабо умеренный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 11 до 16 градусов, днем от 22 до 27. Температура морской воды плюс 23, относительная влажность воздуха 60-80%. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи.